татарской секции. Уникальная она, потому что она проходит впервые. И я очень рада, что мы все собрались здесь. Благодарю, что вы все пришли. Читаю доклад. Доклад называется «Татары, строители государства российского и необходимые участники евразийского интеграционного процесса». Татар – один из двух государствообразующих народов России. Это утверждение верно на протяжении всей истории российской государственности, даже до начала XIII века, то есть до татарского периода, который ошибочно называют татаро-монгольским периодом, так как некоторые предки татар и близких к ним народов уже тогда принимали активное участие в строительстве централизованного государства предшественника России. В этом процессе активную роль играли половцы, они же кыпчаки или куманы, ханы и князья, татарские беги, которые в прямом смысле породнились с русскими князьями. Так, одним из ярких примеров является святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукова и половецкой княжны, дочери хана Аепы Осиневича. Отец Андрея Боголюбского, Юрий Долгорукий, в 1148 году женил сына на красавице Улите, дочери казненного по его приказу боярина Степана Ивановича Кучки, первого основателя Москвы, другое название Кучково или Кучково поле. По имеющимся данным, Степан Кучка был кыпчаком. Таким образом, если смотреть под татарским углом зрения, то получается, что внук кыпчакского хана святой великий князь, татарский Беклерибек, Андрей Боголюбский, был женат на половчанке, родившей ему 5 кыпчакских детей, один из которых Изяслав, участник похода против волжских булгар, другой Юрий, князь по-татарски Бег Новгородский, муж святой грузинской царицы Тамары, а третий сам прославленный великий святых святой Глеб Владимирский. В правлении Андрея Боголюбского столица феодально раздробленного русского государства была фактически перенесена из Киева во Владимир. А в 1160 году князем Андреем Боголюбским была предпринята попытка учредить на землях Владимира Суздальского княжества и других подвластных ему землях независимую от киевской метрополии Владимирскую метрополию. По сути, эта попытка положила начало последующих процессов. Первое. Переноса митрополичьей кафедры из Киева во Владимир. Второе. Основание в 1261 году Сарайской епархии с задачами христианской миссии на восточном направлении. И третье. Последующего обретения русской церкви автокефалии и утверждения патриаршества. Андрей Боголюбский, кроме походов на Киев, Новгород и другие русские княжества, провел и организовал походы на волжских булгар, прямых предков современных чувашей, часть которых впоследствии была ассимилирована татарами и вошла в состав казанских татар. Правление Андрея Боголюбского Владимирско-Суздальское княжество достигло значительного могущества и было сильнейшим из других русских княжеств, а в татарский период стало ядром русского улуса или Залесской Орды, или Московии в составе Золотой Орды. Орда Залесская после переноса столицы из Владимира в Москву, Пучкова, именуемая также Московией, стремилась распространить христианское влияние на все другие части Золотой Орды и перехватить их, начиная с Казанского и Булгарского улусов. Таким образом, внук кыпчакского хана Аепа Осиневича, святой великий князь татарский Беклерибек Андрей Боголюбский, сыграл значительную роль в строительстве государства российского и в формировании вектора евразийских интеграционных процессов еще в дотатарский период, то есть до начала XIII века. Татарский же период евразийской интеграции развивался уже по заданному вектору. Следует отметить, что население Владимир-Суздальского княжества и союзных ему княжеств, например, Мурома, Рязанского, и население Волжской Булгарии имело сходный этнический состав славяно-сарматские, финские и тюркские элементы. Также на территории Волжской Булгарии жили армяне-христиане. При этом основным тюркским элементом будущей Залесской Орды, Москвы, еще до татарского периода, были половцы. Украина по-другому, кстати. Один из основных предков татар, которые уже тогда в значительном количестве исповедовали христианство или переживали переходный период от язычества к христианству. В то же время основным тюркским элементом Волжской Булгарии были волжские булгары, предки современных чувашей, исламизация которых, скорее всего, носила поверхностный характер и затрагивала прежде всего правящие и купеческие слои булгарского общества. Аристократия булгар, официально исповедующая ислам с 922 года, в ходе завоеваний 1236-1241 годов татарами была уничтожена. Часть выживших булгар в дальнейшем была ассимилирована татарами и вошла в состав казанских татар и башкир. Причем указанные ассимиляционные процессы протекают до сих пор. Основная же часть выживших, но ослабленных и рассеянных из своих исторических центров в период татарского завоевания 1236-1241 годов волжских булгар, которые в 922 году были исламизированы поверхностно или ислам вовсе не приняли, сохранив булгарский язык, стало нам известно под именем чувашей. В настоящее время в подавляющем большинстве
славян. Чуваши исповедуют православное христианство. Другим ярким примером половецкого и половецкого участия в строительстве Золотой Орды и ее прямой наследницей России является святой великий князь татарский Беклеребек Александр Невский, внук дочери половецкого хана Катяна, то есть его правнук, и приемный сын фактического основателя Золотой Орды хана Батыя, а также названный брат сына хана Батыя хана Сартака. При этом следует отметить, что хан Катян, хан Батый и хан Сартак по имеющимся данным были христианами, а хан Сартак, по некоторым данным, был даже священником. По крайней мере, у большинства историков не вызывает сомнений факта крещения хана Катяна и хана Сартака. Имеются сведения и об исповедании христианства хана Батыя. Также стоит напомнить, что хана Катяна, прадеда святого Беклеребека Александра Невского, убили венгерские дворяне из-за опасения, что он помирится с ханом Батыем и перейдет на его сторону. Кроме того, не следует думать, что установление святого Александра Невского ханом Батыем или братание его с ханом Сартаком носило формальный характер. Не имея прямых юридических и практических последствий, обряд братания, полагая усыновление, совершался епископом в храме и имел силу епископского благословения. Поэтому, скорее всего, и Батый, и Сартак, так же как Александр Невский, исповедовали именно православное христианство. В силу установления ханом Батыем великого князя Киевского и Владимирского Александра, являющегося также правнуком половецкого хана Катяна, с одной стороны, потомство святого Александра Невского приравнивалось к потомству чингизидов и имело право избираться на Курултай для управления как всей Золотой Ордой, так и назначаться для управления ее отдельными улусами, в данном случае это был русский улус или Зарецкая Орда в дальнейшем Московии. А с другой стороны, хан Батый через установление святого Александра Невского становился законным императором покоренных им народов – русов, финнов, полоцков, кипчаков, куманов, алан, ясов и других. Это было как бы официальным примирением татар с теми народами, которых татары покорили. Через это установление хан Батый становился батей, как бы отцом народа. Западные кипчаки, полоцки, куманы завершили процесс вхождения в состав татар, среди которых и так численно доминировали восточные кипчаки – Химаки и Емеки, и стали самым многочисленным татарским родом кипчак. Кроме того, в состав татар вошли гродники, часть русов, алан, диков и других народов, все они перешли на татарский кипчакский язык. В 1261 году была учреждена Сарайская епархия, прежде всего для христианского просвещения и кормления татар. В 1299 году кафедра митрополита переносится из Киева во Владимир. Сарайская епархия Русской Православной Церкви. Да. А в 1325 году из Владимира в Москву. Стоит напомнить, что первой столицей Золотой Орды на несколько лет хан Батый сделал город Болгар. В татарский период город Болгар был заново отстроен. Оставшиеся в наше время строения, археологические памятники времен Золотой Орды, Аниволжской Булгарии, Золотой Орды и Аниволжской Булгарии, и они имеют явную христианскую архитектуру армянских храмов. И это неудивительно, ведь среди татар было изначально много христиан, а армяне-христиане помогали татарам-христианам в строительстве. Дочь хана Менгу Тимура, православная христианка, выходит замуж за святого князя Ярославского Федора Черного. Приданное за ним хан Менгу Тимура дает святому Федору Черному 36 городов, в том числе волгоордынские города Болгар и Казань. Таким образом, ханы Золотой Орды узаконили присоединение Казанского и Болгарского улусов к русскому улусу Залесской Орде Московии. Великий князь Беклеребек Иван Васильевич IV Грозный был по маме потомок темника Мамая из рода Кия и хана Джучи, первого сына Чингисхана, который, возможно, был не родным для Чингисхана, но Чингисхан признал его родным, и все его потомки также считали чингизидами. А по папе был потомком святого Дмитрия Донского и, соответственно, святого Александра Невского, установленного ханом Батыем, что все его потомство также приравнено к чингизидам, также, соответственно, потомков хана Катяна. И, безусловно, все татары того времени понимали династийное право Ивана Грозного на все улусы Золотой Орды и даже шире. Иван Грозный приходился родственником турецкого султана Сулеймана Цакшануни через мать последнего, который был по матери сын крымского хана и потомок хана Джучи, как и Иван Грозный. Именно поэтому, если смотреть под татарским углом зрения, то действительно столица Золотой Орды была перенесена из Сарая в Москву, а Россия является прямой наследницей Золотой Орды и великого монгольского улуса. То, что для татар России это продолжение татарской империи, Ордынской империи, которую они строили и продолжают строить, ярко продемонстрировали события 1612 года, когда по имеющимся данным гражданин Минин, православный татарин, и князь Пожарский, имеющий татарское происхождение, подняли ополчение, в котором приняло участие огромное количество татар, и совместно с представителями других народов освободили Москву от иностранных интервентов. В современной евразийской интеграции татарский фактор продолжает играть ключевое значение, его нельзя игнорировать. Например, в Турецкой республике проживает большое количество татар и других тюркоязычных народов. Значительная часть их представителей исповедует православное христианство.
гагаузы, урумы, греки, карванидис и другие. Большинство из них считают себя членами Русской Православной Церкви Московского Патриархата, но есть и немногочисленные представители неканонической Турецкой Православной Церкви, а также прихожане Константинопольского Патриархата. В условиях современного прекращения евхаристического общения Московского Патриархата с Константинопольским Патриархатом, православные татары просят священначалия Русской Православной Церкви обратить внимание на их положение и рассмотреть канонически возможные пути решения проблемы захоронения, а также организации православной миссии среди тюркоязычных, монголоязычных и иных восточных народов. Аминь. Аминь. Блестящий доклад. Я жду, что он будет прислан. Да, и на сайте на нашем да. опубликуем все доклады, Именно которые... все Да. голосовали. Значит, подожди. Нет, стой. Может, утверждение. Ну, все, наверное, тогда. Да, конечно.